Бог приходит к вам через это послание в этот критический момент. Смерть охотно преследует вас, поэтому крайне важно, чтобы вы получили спасение. Аминь. Ангелы обеспокоены, ведь вокруг вас много людей, охваченных завистью, пытающихся подорвать ваши достижения и желающих вашего падения. Враг работает, пытаясь отделить вас от этого послания, поскольку он не хочет, чтобы вы были освобождены и возвеличены Богом сегодня. Однако вы должны оставаться до конца. Бог открыл, что для того, чтобы наслаждаться благополучной жизнью, вам необходимо обращать внимание на все, чем вы собираетесь поделиться в данный момент. В этот день ты будешь благословен, сын мой. Прежде всего подпишитесь на канал и поставьте лайк, и тогда все ваши долги будут погашены. Ангелы сегодня стремятся принести вам много здоровья и мудрости, потому что Бог повелел вам возвыситься. Прокомментируйте сейчас 15:15, чтобы первым попросить бесчисленные благословения, которые будут переданы через это небесное послание. Решение уже на подходе, и Бог планирует благословить вас большой суммой денег на этой неделе, если вы поделитесь этим сообщением с 2 людьми. Ангелы открывают, что ваша жизнь будет полна прогресса и процветания, если вы примете божественные планы. Бог послал предупреждение о том, что кто-то, кого вы знаете с детства, планирует навредить вашим отношениям. Они предупреждают вас о том, что вот-вот произойдет что-то ужасное, пытающееся вас окружить, и вам крайне важно внимательно прислушаться к каждому слову этого сообщения. Бог говорит, что в ближайшие 3 часа в вашей жизни произойдет великое подтверждение, и вам позвонит кто-то очень важный. Комментарий 64:64 «Попросить Господа простить все ваши грехи, тем самым гарантируя, что вы станете человеком большого прогресса. Дорогой ты обещание Господа, и хотя зло пытается украсть твое счастье, верь в это слово». Что ж, ничто не может повлиять на вас, Вселенная будет действовать в вашу пользу, заставляя все вещи работать в гармонии в вашей жизни, и вы будете удостоены изобилия. Бог глубоко любит вас и хочет показать вам настоящий путь к счастью, где не будет места боли и негативным чувствам. Ангелы предупреждают, что смерть пыталась добраться до вас прошлой ночью, поэтому крайне важно, чтобы вы оставались сильными и дослушали это послание до конца. Напишите прямо сейчас 23:23, чтобы заявить, что болезнь никогда больше не войдет в ваш дом, поскольку там будет место только победе, успеху и радости. Бог предупреждает, что если вы откажетесь от этого послания сейчас, вы подвергнетесь большому риску, поскольку вокруг вас есть угрозы. Ангел всегда рядом с вами, готовый защитить вас от любого зла, но ваша вера должна расти все больше и больше, чтобы все сложилось хорошо. Бог также открыл, что ваша победа близка. Но чтобы она стала реальностью, вы должны помочь 2 людям, и ваша неделя будет полна благословений. Ангелы приходят издалека, чтобы защитить вас от всех негативных энергий, которые пытаются остановить вас из-за злых влияний. Прокомментируйте сейчас 43:43, чтобы очистить себя от всех своих грехов и жизненных иллюзий, веря, что вместе с Господом вы не познаете неудач. Бог предупреждает, что из-за греха любовь между людьми уменьшается,
и не следует никому слепо доверять, потому что подстерегает враг. Убежденно повторяйте: «Господи, Ты мое прибежище», показывая, что в нем твоя величайшая безопасность и что ты можешь без страха протянуть к Нему руки. Ангелы стремятся поделиться с вами захватывающим откровением о ком-то чрезвычайно важном в вашей жизни, которое скоро откроется. Дорогой, если ты хочешь достойную жизнь, полную возможностей, Бог приберег для тебя что-то уникальное. Также напишите 6565, чтобы показать, что вы приближаетесь к Господу и верите, что ваши проекты начнут течь гармонично. Бог посылает предупреждение о том, что необходимо установить с Ним более близкое общение, чтобы все ваши планы начали сбываться. Теперь выяснилось, что до 22 сентября вы достигнете одной из своих самых важных целей, если поделитесь этим посланием. Ангелы передают важное предупреждение, и вам следует обратить на это внимание, поскольку кто-то планирует причинить вам вред из-за прошлого конфликта. Прокомментируйте сейчас 41, чтобы подтвердить, что ваша защита гарантирована руками Бога, который никогда не оставит вас. Бог предупреждает, что вчера вечером крайне негативная энергия попыталась вторгнуться в ваш дом, поэтому и отправила это сообщение. Ангелы предупреждают вас, что если вы проигнорируете это сообщение, вы можете упустить последнюю возможность получить сегодня благословение. Бог пообещал искоренить все болезни в вашем доме, если вы поделитесь этим посланием, чтобы все пророчества сбылись. Аминь, сын мой, знай, что ты никогда не будешь беспомощным, поскольку сегодня Господь пришел спасти тебя, показав, что у тебя еще есть возможность стать успешным человеком. Ангелы указывают на то, что ваше будущее будет процветающим, если вы сегодня начнете сеять семена, чтобы пожать будущие достижения. Пожалуйста, напишите 43, чтобы умолять Господа начать высвобождать большую часть благословений, предназначенных для вас. Ангелы предупреждают, что в вашей жизни может случиться что-то ужасное, и если вы попытаетесь оставить это сообщение сейчас, это может обернуться серьезными проблемами. Они советуют вам держаться подальше от определенного человека, поскольку, если вы останетесь рядом, может случиться что-то еще худшее. Бог откроет что-то удивительное, но только если вы поделитесь этим посланием сейчас и пойдете до конца, вы сможете насладиться этим великим благословением. В конечном счете, там, где есть надежда, не может быть неудачи, и все зависит от вашей веры. Господь осуществит это. Ангелы предупреждают, что сегодня ночью в ваш дом что-то проникнет и потревожит ваш сон. Если вы хотите вмешаться, то обязательно оставьте свой лайк. Аминь. В ближайшие 22 часа в вашу жизнь придет неожиданное благословение, сопровождаемое великим достижением, которое произойдет до 23 сентября. Бог подтвердил, что Он любит вас, и упомянул, что кому-то из вашей семьи, возможно, грозит отъезд. И вы избраны сегодня, чтобы спасти эту жизнь. Ангелы сражаются с врагом, который хочет отдалить вас от этого послания. Вы должны сопротивляться до конца. Пожалуйста, прокомментируйте 6565, чтобы подтвердить, что большая часть благословений начнет сбываться на вашем пути.
Бог утверждает, что следующие несколько недель будут мирными, и если вы попросите прощения за все свои грехи, и если вы еще этого не сделали. Ангелы верят, что, достигнув этой точки, вы уже показали, насколько сильно вы любите Бога, и это будет иметь решающее значение. Прослушав это послание, вы почувствуете божественную благодать. Ангелы открывают, что сегодня мир войдет в ваше сердце, наполнив ваш день благословениями. Просто поверь. Бог послал это предупреждение для того, чтобы ты дошел до конца и смерть отклонилась от твоего пути, будучи вновь спасенным Господом. Прокомментируйте сейчас 53, чтобы сделать один из последних запросов на все, что было передано в этом сообщении. Ангелам было видение, согласно которому все в вашей жизни начнет идти хорошо, и все ваши зависимости будут устранены руками Божьими. Приходит откровение о ком-то, кто создавал проблемы в вашей жизни, не осознавая, что Бог обратился к вам. Враг приготовил огромную ловушку, чтобы вас поймать, поэтому крайне важно уделять особое внимание каждой секунде этого сообщения. Бог поднимет тебя от всех падений, которые враг пытается навязать тебе на пути. Тех, у кого есть вера, ничто не сможет победить. Напишите 64 и попросите изгнать зависть из вашей жизни и от всей души простить даже тех, кто замышляет зло. Аминь. Бог – причина, по которой вы живы, и именно поэтому вы должны быть благодарны каждую минуту за все хорошее, что произойдет на вашем пути. Ангелы указывают, что в следующие 12 часов вы получите звонок, который станет благословением в результате этого сообщения и принесет новую возможность. У Бога есть что-то важное, чем Он хочет поделиться с вами, и одно из этих посланий может превратить вас в успешного человека в этом месяце. Напишите 56, чтобы устранить все опасности, которые могут встретиться на вашем пути сегодня. Господь, ваш Спаситель, пришел, чтобы воскресить вас. Ангелы предупреждают, что вашей жизни угрожает опасность из-за людей, которые замышляют против вас что-то очень вредное. Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно. Бог глубоко любит вас и хочет, чтобы вы признали, что Он – ваш единственный Спаситель, заполняющий все пустоты в вашем сердце. Ангелы открывают, что женщина с длинными волосами попытается вызвать в вашей жизни серьезный конфликт, и важно, чтобы вы были к этому готовы. Дни славы уже на подходе, но перед этим вы должны подтвердить, что цените защиту Лос-Анджелеса, оставив свой лайк. Напишите 31 и попросите, чтобы никто в вашей семье не столкнулся с финансовым кризисом, так как впереди много славы. Бог действительно хочет, чтобы вы были частью этого последнего призыва, чтобы все прошло хорошо. Враг терпит поражение во всех сферах вашей жизни, и ничто вас сейчас не ослабит. Ангелы утверждают, что если вы попытаетесь уклониться от этого послания, вы продемонстрируете хрупкую веру, и вам нужно будет верить больше, если вы хотите изменить свою жизнь. У Бога есть важное сообщение о женщине из прошлого, которая пытается навредить моему сыну. Ангелы предупреждают, что смерть попыталась приблизиться на этой неделе, но божественное вмешательство ей не помешало.
Поэтому очень важно укреплять свою веру. Бог упоминает, что всех, кто примет это послание до того, как оно достигнет его, ждут серьезные последствия. Враг действует скрытно, пытаясь остановить вас, поэтому очень важно поделиться этим сообщением со всеми группами, чтобы ничто не причинило вам вреда. Пожалуйста, напишите 34, чтобы попросить, чтобы ваши пути были освящены и чтобы Бог послал исцеление нуждающимся людям в вашей семье. Ангелы предупреждают, что кто-то из вашего круга друзей оклеветал ваше имя из зависти, и вы скоро об этом узнаете, если останетесь до конца. Бог просит вас воспользоваться этим моментом, чтобы попросить прощения за свои грехи, и вскоре появится решение всех ваших проблем. Сын мой, твоя жизнь в опасности, поэтому идти до конца необходимо, чтобы получить окончательное освобождение и не дать злу причинить тебе вред. Бог открывает, что Он все равно коснется вашего сердца и продемонстрирует ваш огромный потенциал для преобразования вашей реальности. Следуйте по пути. Ангелы стремятся поделиться новостями, но важно внимательно выслушать это сообщение, пока не стало слишком поздно. Бог предупреждает, что кто-то из вашего круга друзей планирует навредить вашей жизни, но это послание призвано защитить вас. Ангелам было видение, в котором ваш стол никогда не останется без еды, и если вы дослушаете это послание до конца и оставите себе лайк. Теперь есть важное предупреждение о чем-то шокирующем, что вы должны знать в деталях, пока не стало слишком поздно. Ангелы направляют вас дальше двигаться вперед, так как Господь даст вам силу и решимость свыше. Напишите 75, чтобы заявить, что ваша финансовая жизнь будет ценным источником, созданным Отцом. Ангелы объясняют, что очень важно дойти до конца этого послания, и если вы хотите получить Божье благословение в своей жизни. Сын мой, враг будет стремиться навредить твоей жизни, но те, кто защищает тебя, не успокоятся. И с этого момента начнут происходить позитивные вещи. Ангелы стремятся поделиться хорошими новостями, но важно внимательно слушать, чтобы не вмешиваться. Бог любит вас и хочет помочь вам жить комфортной жизнью, пока вы следуете божественным путем. Ангелы рады, что вы достигли этой точки, и хотят, чтобы вы чувствовали себя как дома, получая их послание. Они надеются, что вы наслаждаетесь жизнью в полной мере. Прокомментируйте теперь 45 и попросите, чтобы все упомянутые благословения пришли и умножились, и чтобы Божий проект не потерпел неудачу. Аминь. Ангелы говорят, что ваша жизнь будет очень счастливой, и ваша семья также сможет насладиться всеми благами благодаря вашему приезду. Бог действительно хочет, чтобы вы чувствовали себя как дома, слушая наше послание, и ожидает, что вы будете вести очень полноценную жизнь. Аминь. Бог предупреждает, что крайне негативная энергия каждую ночь пытается нарушить ваш сон постоянными переживаниями. Однако с этого момента все изменится, если вы последуете этому руководству. Теперь ясно, что если вы простите даже тех, кто причинил вам боль в прошлом, вы почувствуете, что каждая пустота в вашей душе наполнится любовью. Ангелы говорят, что чем раньше вы узнаете о женщине в вашей семье,
которая плохо отзывалась о вас. Чем раньше вы узнаете о женщине в вашей семье, которая плохо отзывалась о вас, тем лучше вам следует быть бдительными. Прокомментируйте с помощью 4343, чтобы подтвердить, что на вашем столе никогда не будет недостатка в еде и что любая болезнь, которая попытается подобраться к вам, отступит. Бог действительно хочет, чтобы вы продолжали до конца, чтобы заслужить спокойную жизнь, в которой все будет хорошо. Это благословение, когда вам не нужно ждать, пока все это произойдет в вашем путешествии, чтобы вы могли это сделать. Бог хотел, чтобы я предупредил вас, что единственный способ избежать этого наполненного грехом мира – это любовь. Если вы начнете искренне любить ближнего и проявлять благодарность, произойдет нечто необыкновенное. Ангелы хотят поговорить с вами о важном деле, связанном с кем-то, кто планирует навредить вашей жизни. Напишите 4141 сейчас, чтобы сделать одну из последних просьб обо всех благословениях, которые Господь зарезервировал, чтобы помочь вам ежедневно расти в жизни. И если вы последователь Христа, прошу вас поставить лайк и не игнорировать это сообщение, чтобы не случилось ничего хуже. Бог заявил, что хочет, чтобы вы были частью последнего призыва, чтобы вы ни в чем не нуждались и чтобы ваши пороки были устранены. Несколько ангелов ежедневно сражаются, чтобы защитить вас, мешая вам. Ангелы упомянули, что ваша мать, возможно, переживает трудные времена. Однако, если вы выслушаете все послания, ничего страшного не произойдет, так как Господь заботится о вас. Важно, чтобы вы также написали «Я верю в ваше слово», чтобы показать, что вы не зря зашли так далеко. У Бога есть чудесная цель, ожидающая вас. Он не хочет видеть вас потерянным и беспомощным, поэтому Он предлагает вам сдаться Ему, гарантируя, что ваша жизнь отныне будет полна процветания. Ангелам было видение, в котором это послание полностью изменит ваш путь и спасет вас от тьмы. В подтверждение этого Бог принесет в вашу жизнь много положительных чувств, и если вы попросите прощения за все свои грехи. Кто-то следил за вашими шагами, движимый завистью и злобой, и приготовил для вашей жизни большую ловушку. Чтобы вмешаться, важно идти до конца. Бог предоставит вам новую работу, и только Он способен воплотить в жизнь ваши самые амбициозные мечты. Поэтому я прошу вас идти до конца, и произойдет что-то интересное. Вселенная будет на вашей стороне в ближайшие несколько часов, чтобы ваш дом окружало множество положительных энергий, позволяя вам жить в мире и без конфликтов. Напишите 1212 сейчас, чтобы большая часть благословений, упомянутых в этом послании, от самых могущественных ангелов начала сходить на вас. Бог укрепит все ваши силы, даже когда вы придете домой уставшим, но при большой настойчивости ваше время придет. Ангелы советуют вам как можно скорее уйти от человека, который скоро раскроется, прежде чем в вашей семье произойдет что-то худшее. Завтра повелитель смерти попытается совершить покушение на вашу жизнь, но если вы останетесь стойкими, как сейчас, начнут открываться новые возможности. Бог поможет вам выплатить все ваши долги, и до конца сентября этого месяца вы добьетесь многих успехов. Просто сохраняйте веру.
У ангелов было видение, в котором что-то призрачное попытается напасть на вас, поэтому крайне важно, чтобы вы оставили свой лайк и продолжали действовать до конца дня. Начиная с сегодняшнего дня, Бог будет вести ваш жизненный путь, и многие двери откроются, потому что для вас нет ничего невозможного. Враг ежедневно пытается причинить вам смерть, поэтому чем больше вы слушаете наши послания и цепляетесь за Бога, тем более защищенной будет ваша жизнь. Ангелы говорят, что на следующих этапах этого послания вы получите двойное благословение, и ваша семья никогда больше не переживет потрясения. Бог – ваше убежище, и вы можете быть уверены, что ваша жизнь будет полна процветания. Если вы пойдете до конца и скажете «Аминь». Прокомментируйте 12:45, чтобы среди всех трудностей прошлого дела начали течь сейчас, потому что Бог освещает ваш путь. Ангелы говорят, что отныне в вашей жизни начнет происходить много хорошего, потому что Господь сейчас с вами. Бог попросил вас обязательно оставить лайк сейчас, чтобы в ближайшие 23 часа могло произойти великое финансовое чудо. Враг не хочет вашего счастья и поэтому использует людей, чтобы попытаться вас сломить. Оставайся до конца, пока не стало слишком поздно. Доверьтесь Богу, Он никогда вас не подведет, потому что Он заботится о вас, и Его планы идеально подходят для вас. Нет ничего лучше, чем преодолевать трудности и праздновать победы на протяжении всего пути, всегда помня, что вы не одиноки. Я всегда рядом с тобой, направляя, защищая и благословляя каждый твой шаг. Твой успех – моя радость и мое обещание вечной любви к тебе. Продолжайте верить в себя, свой потенциал и красоту путешествия, которое вас ждет. Получив подтверждение вашего финансового благословения, вы готовы к великим подвигам. Двигайтесь вперед с верой, смирением и благодарностью, и ваш путь будет сиять все ярче и ярче. Завершите эту молитву с великой верой и благодарностью. Чудесный Боже, мы безмерно благодарим Тебя за все благословения, которые Ты излил в нашу жизнь. Мы молимся со смирением и радостью, признавая, что каждое финансовое благословение, которое мы получаем, это дар, исходящий от Вас, источника всего изобилия. После этой молитвы поделитесь ею с 5 людьми и отправьте ее 5 друзьям или контактам в WhatsApp, чтобы это сообщение дошло до большего количества людей. Не разрывайте эту цепочку. Эта цель – поверить в себя, свои силы и свою способность положительно влиять на окружающий мир. Если вы сохраните свою веру, провозгласите «Я делюсь с Богом». Господь, мы благодарим Тебя за подтверждение нашего финансового благословения и за то, что Ты сопровождаешь нас в нашем путешествии. Ваша милость и милосердие были непоколебимы, направляя нас в моменты неопределенности и в моменты триумфа. Мы знаем, что без Вашего руководства и любви ничего из этого было бы невозможно. В этот момент молитвы мы ищем Вашей божественной мудрости. Даруй нам ясность, чтобы понять, как мы можем использовать эти благословения, чтобы принести пользу Твоему служению и помочь нашим собратьям. Пусть наше сердце откроется для признания потребностей тех, кто нас окружает, и пусть мы будем действовать с щедростью и состраданием.
Господь, мы просим руководства во всех наших финансовых решениях. Помогите нам быть верными распорядителями ресурсов, которые Вы нам доверили. Даруй нам мудрость принимать разумные финансовые решения, ответственно инвестировать и планировать наше будущее в соответствии с Твоими целями. Пусть Ваша мудрость осветит наши умы и позволит нам определить возможности, которые приведут нас к достижению наших целей. Помогите нам преодолеть любой страх или тревогу, связанную с деньгами, потому что мы знаем, что Ваше обеспечение постоянно и в изобилии. Господь, мы молимся, чтобы наши финансовые благословения выходили за рамки наших собственных потребностей. Дайте нам возможность стать инструментами Вашего мира и Вашей любви, делясь нашими ресурсами с теми, кто в них нуждается. Пусть наша щедрость станет осязаемым выражением любви в действии. Помогите нам найти творческие способы служить обществу и способствовать благополучию тех, кому повезло меньше. Давайте вдохновимся на поддержку благотворительных организаций и достойных начинаний, которые работают, чтобы сделать этот мир лучше. Господь, мы также просим Тебя о защите и руководстве на протяжении всего нашего финансового пути. Мы понимаем, что нам придется столкнуться с проблемами и препятствиями, но мы уверены в Вашей способности укрепить нас и направить нас. Помогите нам справиться с каждой проблемой с верой и решимостью. Пусть наши сердца всегда будут наполнены благодарностью за все благословения, которые мы уже получили и которые нам еще предстоит получить. Пусть мы послужим примером благодарности во всех сферах нашей жизни, отражая Вашу доброту и щедрость. Наконец, Господь, мы просим, чтобы наша жизнь была наполнена смирением и служением. Мы всегда будем помнить, что все благословения, которые мы получаем, исходят от Вас, что мы всего лишь временные распорядители этих ресурсов. Дайте нам возможность использовать эти благословения для достижения Ваших целей на земле. Во имя Твое мы молимся с уверенностью, веря, что воля Твоя исполнится в нашей жизни. Благослови нас, Господь, когда мы продолжаем наш путь с верой, надеждой и любовью. Пусть Твой свет сияет через нас, освещая путь всем, с кем мы сталкиваемся, во имя Иисуса. Аминь. Помните, что хотя ваше финансовое благословение является ценным подарком, ваше истинное богатство заключается в вашем духовном пути и связях, которые вы устанавливаете с другими. Жизнь обретает смысл, когда вы уравновешиваете все ее важные области, сохраняя здоровую духовную, эмоциональную и финансовую перспективу. Никогда не упускайте из виду то, что действительно важно в жизни – любовь, сострадание, смирение и служение другим. Я с нетерпением жду того, что готовит тебе будущее, мой дорогой сын. Ваше финансовое благословение подтверждено, и теперь ваше время проявить себя. Продолжайте идти своим путем с верой, смирением и благодарностью, и вы пожните изобилие во всех сферах своей жизни. Помните, что я всегда рядом с вами, слушаю ваши молитвы, направляю ваши шаги и окутываю вас своей вечной любовью. Благодаря этому благословению вы готовы достичь величайших высот и реализовать самые смелые мечты. Напишите «Принимаю». Помните, что я люблю вас безоговорочно,
и мое счастье быть свидетелем вашего успеха и настоящих достижений в вашей жизни. Двигайтесь вперед с уверенностью, потому что вас ждут великие дела. Я призываю вас развивать мышление роста. Этот мир полон возможностей и проблем, и ваше желание учиться и развиваться необходимо, чтобы максимально использовать этот дар. Не стесняйтесь исследовать новые горизонты и приобретать новые навыки. Образование и знания – мощные союзники в вашем стремлении к успеху и самореализации. Помните, что каждое испытание – это возможность для обучения и силы. Настойчивость также является фундаментальным качеством на пути к достижению финансовых целей. Вы наверняка столкнетесь с препятствиями, которые могут показаться непреодолимыми, но зачастую величайшие триумфы приходят после самых трудных моментов. Продолжайте двигаться вперед, каким бы крутым ни казался холм. Кроме того, будьте терпеливы. Подтверждение финансового благословения не всегда приводит к немедленному успеху. Иногда требуется время, чтобы ваши усилия полностью материализовались. Сохраняйте веру, сохраняйте концентрацию и продолжайте усердно работать, зная, что время на вашей стороне. Не пренебрегайте заботой о себе во время этого путешествия. Физическое, эмоциональное и духовное благополучие необходимы для сбалансированной и счастливой жизни. Найдите время, чтобы расслабиться, помедитировать и зарядиться энергией. Берегите себя, ведь вы священный храм. Напишите «Я храм Божий». Еще одним важным направлением является диверсификация. По мере роста вашего финансового благосостояния может возникнуть соблазн сконцентрировать все ваши ресурсы в одном месте. Однако диверсификация ваших инвестиций и ресурсов – это разумная стратегия, позволяющая снизить риски и создать прочную основу для будущего. Не забывайте поддерживать духовную связь. Ваше финансовое путешествие – это лишь часть вашего более широкого духовного путешествия. Оставайтесь на связи посредством молитвы, медитации и размышлений. Найдите руководство в нашей божественной связи. Пожалуйста, знайте, что вы инструмент моих благословений в этом мире. Используйте это благословение, чтобы оказать положительное и продолжительное влияние на жизнь других. Это акт любви и служения, который будет вознагражден многократно. Во всем, что вы делаете, не забывайте жить с благодарным сердцем и щедрым духом. Бог напоминает нам, когда вы используете благословения, которые я дал вам, чтобы облегчить страдания других, вы будете жить согласно моей цели. Щедрость и сострадание – это путь к любящему сердцу. Бог направляет нас такими словами: когда вы ищете мудрости в финансовых решениях, вы будете чтить мое руководство. Я наделяю вас проницательностью, чтобы принимать мудрые и ответственные решения в своих финансах. Бог предупреждает нас: честность – основа моего доверия. Твердо стойте на своих принципах, даже когда искушение поступить иначе велико. Честность и прозрачность – добродетели, которые я ценю. Заключительная молитва: «Дорогой Бог, Небесный Отец, мы обращаемся к Тебе со смирением и благодарностью, признавая Твой суверенитет и Твою бесконечную благодать.
Мы знаем, что Ты наше прибежище и сила, наш проводник и защитник во все моменты жизни. Сегодня, Господь, мы представляем Тебе послания и слова, которые мы только что получили. Мы просим, чтобы Ваш божественный свет осветил наш путь, разбивая всю тьму страха, неуверенности и невзгод. Мы просим Вашего руководства в понимании и распознавании посланных нам сообщений, чтобы мы могли действовать по Вашей воле. Мы просим, Господь, благословить каждого читателя, получившего эти сообщения. Мы знаем, что Ваше милосердие безгранично, и мы верим в Ваше обещание, что, если мы будем искать Вас всем сердцем, мы обретем мир и процветание в нашей жизни. Пусть каждый человек, читающий эти слова, найдет в себе силы укрепить свою веру, полностью довериться Вам и оставить позади любой страх. Мы молимся об упомянутых благословениях, Господь. Пусть эти благословения проявятся в нашей жизни и в жизни наших семей. Пусть наша вера будет вознаграждена изобилием, любовью, здоровьем, финансовым благополучием и внутренним миром. Молюсь, чтобы те, кто действует с завистью или с вредными намерениями, нашли в Тебе искупление и преображение, Господи. Мы подтверждаем наше доверие к Тебе, Боже, и просим, чтобы мы чувствовали себя как дома в Твоем присутствии. Давайте всегда будем носить с собой это чувство дома и встречать жизненные трудности с непоколебимой верой. Господь, мы благодарны за Твое любящее руководство и просим Тебя продолжать вести нас в нашем путешествии. Защити нас от всех угроз и невзгод и излей на нас свою обильную благодать. Помолимся вместе, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам в сей день, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки веков. Аминь. Пусть эта молитва объединит нас в вере и надежде, и пусть мы найдем утешение и руководство в нашем путешествии. Аминь.